Постійний шум телевізора та російська пропаганда збивають з думок. Про це з неволі пише політв'язень Азіз Ахтемов. Його разом з братом Асаном та першим заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом окупанти звинувачують у вчиненні диверсій на газопроводі у Перевальному під Сімферополем. Листа, написаного наприкінці грудня минулого року, опублікувала дружина бранця Аділі Ахтемова. Азіз розповів про судилище, на якому бранцям продовжили арешт до 23 лютого, а також про умови тримання у СІЗО Сімферополя. Закончились следственные действия. Мы совместно с Джеляловым Нариманом и Ахтемовым Асаном ознакомились с томами. Честно говоря, фантазия, с которой написаны тома, меня впечатлили. Очень много узнал нового, чего мы никогда не делали. Над сценарием органы власти работают отлично. Нас посадили в машину, и мы выехали в сторону СИЗО. По приезду из-за большой очереди подождали где-то часа 2 у ворот. После этого нас завели в боксы, где держат людей перед проверкой. Там мы провели 1-2 часа. В итоге в свою камеру я попал в час ночи. В данный момент, на 27.12.2021 года, в камере находится 9 человек на 6 коек. Мест очень мало. Когда в середине дня все просыпаются, то к столу, чтобы поесть, невозможно подойти. Кушаем мы все отдельно, по очереди. Постоянный шум телевизора и российская пропаганда новостей сбивают весь толк мыслей. За здоровьем стараемся следить, но из-за сырости у всех постоянный кашель. Вещи высыхают по 2-3 дня. Окно всегда открыто, так как все курят, а дым должен куда-то уходить. А так терпимо, потому что другого выхода нет.